Саламатсызбы? Урматтуу журналисттер, сиздер менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-конференциясында көрүшүп жатканыбызда кубанычтабыз. 2023 жылдын 29 майында Улуттук банк башкармасы эсептик ченди 13% деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Бул чечим бүгүндөн баштап күчүнө кирет. Жогорудагы чечим тышкы жана ички экономикалык чөйрөдө түптөлгөн өнүгүү шарттарын эске алуу менен кабыл алынды. Жүргүзүлүп жаткан акча кредит саясаты дагы эле инфляцияга түрткү берүүчү факторлорду басаңдатуу багытында экендигин белгилеп кетүү зарыл. Чечимдин негизги факторлорун өтсөк. Кыргыз Республикасында 2023 жылдын башынан бери керектөө баалары 2023 жылдын 19 майына карата 4,2%га жогорулап, жылдык мааниде инфляция 11,2%ды түздү. Инфляциянын учурдагы деңгээлине негизден айрым административдик тарифтердин наркын кайра карап чыгуу, ошондой эле дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда бааларды турукташтыруу таасир этет. Кыска мөөнөттүү келечекте инфляцияга түрткү берүүчү факторлор мурдагыдай эле сакталып турушу күтүлөт. Күтүлүп жаткан инфляцияга деңгээли тышкы шарттар менен ички факторлордун да таасиринде калыптанат. Анын ичинен ички сороо талаптын акырындап көбөйүшү, ошондой эле бир катар тарифтердин жана акциздердин жогорулашы негизгилерден болуп саналат. Ошол эле учурда дүйнөлүк азык-түлүк бааларынын динамикасы боюнча оптимисттик болжолдоолор ички баалардын өсүшүнө ооздуктоочу таасирин тийгизиши күтүлөт. Кыргыз Республикасынын экономикалык жигердүүлүгүнүн оң тенденциясы сакталууда. 2023 жылдын январь-апрель айларынын жыйынтыгы боюнча ички дүн продукциясынын реалдуу өсүү темпи 4,4%ды түздү. Белгиленген өсүш экономика негизги тармактарынын негизинин төлөө чөйрөсүнөн оң көрсөткүчү менен камсыз кылынган. Биздин экономикага түз жана кыйыр түрдө таасир этүүчү тышкы экономикалык шарттар дагы эле белгисиздик фактордун таасиринде бир калыпта болбостон калууда. Тышкы финанс рынокторунда туруксуздук сакталууда. Дүйнөлүк азык-түлүк жана мунай рынокторунда баалар акырындак менен төмөндөп жатканына карабастан, көпчүлүк өлкөлөрдө жогорку инфляциялык күтүүлөр сакталууда. Ошол эле учурда аймактагы инфляциянын акырындык менен төмөндөшү жагымдуу фактор болуп саналат. Улуттук банк тарабынан өз убагында көрүлгөн чаралардын натыйжасында акча жана валюта рынокторунда абал салыштырмалуу туруктуу бойдон калууда. Учурдагы акча кредиттик шарттарды сактоо, улуттук валютадагы депозиттерди жагымдуулугун сактоо жана калктын аманат жүрүм-турумуна дем берүүчү мүмкүнчүлүк берет. Улуттук банктын жүргүзүп жаткан акча кредит саясаты мурдагыдай эле Кыргыз Республикасындагы инфляцияны орто мөөнөттүү келечекте максаттуу көрсөткүчкө чейин төмөндөтүүгө багытталган. Кандайдыр бир тобокелдиктер пайда болгон учурда Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан акча кредит саясатына кошумча оңдоолорду киргизүү мүмкүнчүлүгүнө жокко чыгарбайт. Улуттук банк түптөлгөн жагдайда туруктуу негизде көз салып турат жана зарыл болгон учурда орто мөөнөттүү мезгил ичинде баа туруктуулугун камсыз кылуу максатында жетүү үчүн кошумча инструменттерди колдонуп тиешелүү чараларды көрө тургандыгына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жыйынтыктап айтканда, негизги чен боюнча кийинки чечим июль айынын аягында каралат. Көңүл бурганыңызга рахмат. Если позволите, давайте я перейду на русский язык. Уважаемые журналисты, мы рады вас приветствовать на пресс-конференции Национального банка. 29 мая 2023 года правление Национального банка приняло решение о сохранении размера учетной ставки на уровне 13%. Это решение вступает в действие с сегодняшнего дня. Данное решение принято с учетом тенденции развития экономической ситуации во внутренней и внешней среде. Хотелось бы отметить, что проводимый курс денежно-кредитной политики по-прежнему направлен на ограничение проинфляционных факторов в экономике Кыргызской Республики. Перейдем к основным факторам принятого решения. Потребительские цены Кыргызской Республики с начала 2023 года по состоянию на 19 мая 2023 года выросли на 4,2%. В годовом выражении инфляция составила 11,2%. На текущие темпы инфляции в основном оказывает влияние эффект от пересмотра стоимости отдельных административных цен, тарифов,
а также стабилизация цен на мировых продовольственных рынках. Необходимо отметить, что в краткосрочной перспективе проинфляционные ожидания по-прежнему сохраняются. А ожидаемая траектория инфляции наряду с внешними условиями будет складываться под влиянием внутренних факторов, основными из которых является постепенное расширение внутреннего спроса, а также повышение ряда тарифов и акцизов. При этом сдерживающий эффект на рост внутренних цен будет оказывать оптимистичные ожидания по динамике мировых цен на продовольствие. Экономическая активность Кыргызской Республики сохраняет положительную динамику. По итогам января-апреля 2023 года реальный темп прироста ВВП составил 4,4%. Наблюдаемый рост обеспечивается положительным показателем основных отраслей экономики, главным образом сектора услуг. Внешнеэкономические условия, которые прямо и косвенно воздействуют на нашу экономику, по-прежнему находятся под влиянием фактора неопределенности и остаются неоднозначными. Сохраняется волатильность на внешних финансовых рынках. Несмотря на то, что цены на мировых рынках продовольствия и нефти постепенно снижаются, в большинстве стран сохраняют высокие инфляционные ожидания. При этом благоприятным фактором выступает постепенное снижение инфляции в регионе. В результате предпринятых Национальным банком своевременных мер ситуация на денежном и валютных рынках остается относительно стабильной. Поддержание текущих денежно-кредитных условий позволяет сохранить привлекательность вкладов в национальной валюте и стимулировать сбережения населения. Проводимый курс монетарной политики Национального банка, как и ранее, направлен на снижение инфляции в Кыргызской Республике до целевого показателя в среднесрочном периоде. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику. Обращаем ваше внимание, что Национальный банк на постоянной основе отслеживает складывающуюся ситуацию и при необходимости будет использовать дополнительные инструменты и принимать соответствующие меры для достижения целей по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочном периоде. В заключение информируем, что следующее решение по ключевой ставке состоится в конце июля текущего года. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Извините, можно вопрос? С начала года сколько было проверок проведено финансовыми организациями и сколько нарушений было выявлено и какие меры были предприняты? Добрый день, спасибо за вопрос. Национальный банк, хотелось бы предварительно отметить, что Национальный банк на постоянной основе проводит проверки коммерческих банков, обменных бюро, небанковских учреждений. Если вам нужна более статистическая информация, точная информация, мы можем вам ее отдельно предоставить. Но в целом можно сказать, что количество проверок коммерческих банков целевых, они делятся на целевые и на комплексные проверки. И в рамках целевых проверок было проведено более 10 проверок у нас, и были приняты соответствующие меры воздействия, это предписание. Также проводятся меры, которые направлены на предупреждение нарушений, направляются письма, различные циркулярные письма в целях недопущения нарушений. По небанковским учреждениям также проводятся соответствующие меры воздействия. На официальном сайте у нас вся информация размещена. Спасибо. С начала года сколько интервенций на какую сумму проведено банк? Добрый день, спасибо за вопрос. С начала года Национальный банк в целях сглаживания резких колебаний обменного курса провел 9 интервенций на общую сумму 456,67 миллионов долларов США. Спасибо. А вообще какие прогнозы есть по курсу доллара? Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, что у нас действует режим, свободно плавающий режим валютного курса. Соответственно, Национальный банк не прогнозирует курсы. Курс формируется на рыночным способом на основе спроса и предложения. Спасибо.
Национальный банк, когда видит какие-то резкие скачки, проводит интервенции, как раз вот эти интервенции направлены на сглаживание этих резких скачков. Еще вопросы? Может, что? Как у нас сейчас ситуация с долларом? Есть ли дефицит или нет? Просто курс растет. У нас мы не видим никакого дефицита в долларах, как и наличном, и безналичном виде. Курс растет в первую очередь, точнее влияние на курс в первую очередь это геополитическая ситуация в мире, а также вообще финансовая нестабильность, мировая финансовая нестабильность. Это все отражается на спросе и предложении иностранной валюты в финансовом секторе. То есть мы пока видим, в целом мы видим достаточный объем валюты в стране. Но вы интервенции проводили только по продаже, правильно? Не покупали? Да, с начала года проводились интервенции по продаже. И ни разу не провели по покупке? Здесь бы я еще раз хотел отметить, ситуация-то складывается от спроса и предложения. То есть мы не можем, не прогнозировать, что будет увеличение наличных или безналичных. Да? Это все будет зависеть от складывающейся ситуации в финансовом секторе, как это будет зависеть от геополитической ситуации, также ситуации на финансовых рынках, на мировых финансовых рынках. А вот просто интересный вопрос. Вот как бы в этом году да, отмечается 30-летие да, со дня образования СОМа. Да, и как отмечалось, что на постсоветском пространстве СОМ самый да, валюта. Да. А вот в сравнении с другими странами, я имею в виду СНГ, учетная ставка, как вот если сравнить, мы на выгодной позиции, да, находимся? Благодарим вас за вопрос. В целом, поддержание текущей учетной ставки на уровне 13%, она отвечает нашим макроэкономическим условиям, которые у нас всем макроэкономическим условиям, а также в целом она, в принципе, адекватно отражает именно, отвечает всем тем рискам, которые у нас на текущий день они есть. Хотелось бы обратить внимание, что сегодня на текущий момент у нас неопределенность она высокая. И если смотреть в целом по региону, то во всех странах нашего региона инфляция сейчас, инфляционные процессы, они сохраняются на высоком уровне. И поддержание ключевых ставок с центральными банками нашего региона, также они также придерживаются ужесточения денежно-кредитных условий. И в целом, но хотелось бы отметить, что позитивные тенденции, они уже имеют место быть. То есть, если посмотреть за последние месяцы, то в странах нашего региона инфляционное ожидание постепенно снижается. И, возможно, к концу года все-таки мы увидим понижательную динамику инфляции. Спасибо. Спасибо. А можно такой вопрос? В Кыргызстане вот наши граждане сколько процентов начали делать депозитные счета, открывать? Есть какие-нибудь данные, что они откладывают какие-то сбережения в своих банках? Депозитные счета? Спасибо за вопрос. Да, на самом деле депозитная база в Кыргызской республике поступательно растет. Если вот смотреть динамику с начала текущего года, то общая депозитная база банковского сектора по состоянию на 1 мая 2023 года составила 381,3 миллиарда сомов.
А на 1 января 2023 года она составляла 343,7 миллиарда сомов. Увеличение произошло на 10,9%. Это получается, вот вы говорите май и январь, правильно? Да, с текущего, с А начала текущего если года. сравнивать с прошлым годом, насколько выросли депозиты? Ну, вклады у нас. Люди сколько больше вкладывают? Порядка, да, 40%. Вот, в целом, да, получается, если вот смотреть динамику, то само по себе, имеется в виду с началом прошлого года, если вы спрашиваете, если я правильно понял вопрос, да? Нет, за аналогичный период Аналогичный период прошлого года. А, с маем Да, да. 1 мая 2022 года. Рост составил 10%. Но это если сравнивать с январем. Совершенно верно. А если вот с января по май, но прошлого года? Понятно, что мы целый год не можем брать, да, ну, для сравнения. Если аналогичный период, но прошлого года, насколько вы видите рост? Сейчас я извиняюсь, можно, пожалуйста, уточнить еще раз, какие даты вы имеете в виду, потому что Вы немножко... сейчас говорите, с января по май. Текущего года. Да, текущего года такая-то вот цифра. Да. А вот с января по май прошлого года меньше же получается? Вы говорите, рост идет. Вы имеете в виду, что за аналогичный период прошлого года, какой был? Да. В целом тренд он идет к тому, что если вот вы посмотрите, то как бы мы прошли таких два определенных кризисных этапа, то есть это ковид был, да, получается, постковидный период и далее уже как бы действия геополитические, да, кризис получается в Украине. И в целом как бы вот наша тенденция того, что растет инфляция, то, что сохраняется учетная ставка, она направлена на то, чтобы народ, получается, как бы выработать у них сберегательные какие-то настроения, да, получается, потому что как бы в целом логистические цепочки нарушены, да, экономика мировая, она немного как бы сохраняет тенденцию такого постепенного низкого роста. Поэтому население, оно в целом идет к тому, чтобы накапливать деньги. Вот, и это отражает вот в целом цифры, которые мы сейчас которые мы озвучили. Вот, и если так посмотреть, то в сравнении с, как бы, если делать аналогию между депозитной базой долларовой и сомовой, то долларовая депозитная база она растет больше, чем сомовая. Вот. И если обращать относительно вашего вопроса конкретно, то есть это период, более точные цифры мы можем вам предоставить. Ну, примерно сколько процентов? Просто вот эти вот миллионы, ну как бы просто мы народ сейчас- не понимает. Ну что для меня это чисто, скажем, 80 миллионов? На данный момент у нас этих цифр А вот нету. именно на сколько там? На 10, на 20, на 30% больше стали вложить депозиты, это уже более понятно. Ну, смотрите, на самом деле вот этот тренд, что за 5 месяцев текущего года уже на 11% почти выросла депозитная база, это говорит о том, что на самом деле рост депозитной базы он такой значительный идет. И это отражает условия текущей экономики, текущей ситуации в экономике нашей республики. Поэтому народ идет к тому, чтобы сберегать. В целом ставки по депозитам они растут. Вот, и как бы народ таким образом пытается сохранить свои сбережения. Можно я? Добрый день, спасибо за вопросы. Я понимаю, что те вопросы, которые задаются, они очень актуальны, они интересуют почти каждого гражданина нашей страны. Если мы хотим сравнить объем депозитной базы, которая была, скажем, на 1 апреля прошлого года и этого года, на начало мая уже было озвучено, а на начало мая прошлого года депозитная база составляла около 230 миллионов. То есть в прошлом году было 230 миллиардов, а сейчас 280. 381, то есть мы видим очень большой существенный рост, и, на наш взгляд, одной из причин является увеличение учетной ставки. Когда увеличивается учетная ставка, это как бы влияет на стоимость денег в экономике, и, соответственно, процентные ставки по депозитам, они тоже растут. Соответственно, сейчас, даже не сейчас, вот в прошлом году, в этом году где-то
депозитные ставки на 1 год составляли 13-14%. То есть это очень интересный способ инвестиций, да, по сбережению. То есть. И с одной стороны, чем выше учетная ставка, тем больше стимула у населения сберегать деньги, потому что коммерческие банки тоже постепенно повышают свои процентные ставки. И я думаю, можно сказать, что учетная ставка здесь имеет существенное влияние на уровень сбережения населения. Ну и с другой стороны, когда граждане принимают решение о сбережении, все-таки это означает, что все больший объем этой суммы, которая нарастает, это значит, люди больше доверяют банковской системе, потому что на протяжении многих лет последних у нас не было проблем в банковской сфере, ну таких серьезных проблем, что это сказалось бы на ликвидации банка, да, или на банкротстве банков. В принципе, банки очень очень хорошо проводят свою работу, ведут свою работу и осуществляют свою деятельность. То есть у нас настолько все стабильно, что доверие очень высокое. У меня вопрос уточняющий вам. То есть вы хотите сказать, что, возможно, из-за понижения учетной ставки объем депозитов сократится, так как они станут менее привлекательными для населения? Ну, здесь медаль имеет две стороны. Если Национальный банк повышает учетную ставку, да, то стоимость депозитов растет, люди больше сберегают, но и стоимость кредитов тоже начинает расти, потому что депозиты являются основным источником для банковской системы в плане выдачи кредитов. И здесь обратный же эффект. Если мы снижаем учетную ставку, соответственно, снижаются проценты по депозитам и по кредитам тоже. Спасибо. Еще вопросы? Ну, если вопросов нет, да, позвольте на этом завершим нашу пресс-конференцию. Всем спасибо за участие. Спасибо большое. Спасибо.